Корпорации, ну и от Евгений Николаевич. Первое. Радио России, Сахалин Никита Кировский. Итоги работы в Восточно-Киевском форуме. Там, как мы знаем, очень много достигнуто. Первое. Из подписанных документов, которые уже начинают осуществляться, это подписание концессионного соглашения на строительство спецкоррекционного учреждения на месте, где мы раньше снесли 34-ю СКОШ. С прошколой уже определены все показатели, подписано концессионное соглашение. Значит, подписано также трехстороннее соглашение с госкорпорацией ВБРФ и правительством республики о модернизации системы общественного транспорта. Значит, общий объем финансирования там более 3 миллиардов рублей для того, чтобы полностью обновить систему общественного транспорта на территории города Якутска. Проведены переговоры по вопросам, связанным с инженерными коммуникациями, с дальнейшей реализацией строительства школ, с госкорпорацией ВБРФ, в принципе, провели по всем направлениям детальную работу, договорились о проведении в Москве дополнительной работы с инвесторами из пула выбор. Нам для развития города Якутска, для тех амбициозных задач, которые мы берем, основной вопрос – это привлечение долгих денег под маленькие проценты, а это возможно только с участием институтов развития. Сейчас у вас времени действительно нет, потому что уже третий жители города, пригород остаются без электричества. Что в этой ситуации скажете? У нас практически во всех районах города прошло аварийное отключение электричества. На текущий момент остается 109 домов, как многоквартирных, так и частных, в которых отсутствует электричество 3 суток уже. Здесь нужно отметить следующую вещь. Значит, у нас ресурсоснабжающая организация Якутскэнерго действует свои восстановительные бригады, имеющие допуски. То есть мы предлагали свои услуги для того, чтобы нашими силами Горсвета будет помочь, но у нас нет допусков, туда допускаются только работники СЭС Якутскэнерго. На данный момент отчитывается о 49 человек на восстановление. Мое личное убеждение, этого недостаточно. Мы требуем для того, чтобы было увеличено количество восстановительных бригад. 3 суток без электричества в наше время это, конечно, сложность. Представь, сейчас зима была, у людей газовые котлы не запустились. Что бы мы делали, уже, наверное, пришлось бы вводить через городского штаба. У нас с момента, как это все произошло, мы принимаем активное участие в продвижении этих работ, стабильно на связи с людьми. Сейчас поеду проводить очередной перштаб сразу после вас. Сегодняшний день аварийная ситуация даст какую-то корректировку по работе и развитию города Якутска? Вы знаете, с точки зрения функция стабильного присутствия в жизни человека электричества, это уже норма, да, и в принципе мы для себя должны сейчас спросить вопрос, это даже не о будущем, а о текущем. Почему так долго восстанавливает Якутскэнерго? Почему регламенты их работы сегодня сведены к тому, что на весь город, почти 400 тысяч человек, у них 10 восстановительных бригад? Почему у них нет регламента, что в первые же сутки, когда мы видим больше 1000 обращений от граждан, нету дополнительных бригад с районов, хотя бы близ расположенных? Хангаласский, Намский, Горный. Мы сразу сказали, привозить сюда всех. 3 суток люди сидят без электричества, но это не дело вообще. Куча претензий в работе Якутскэнерго. Повлияло на запуск отопления, то есть если это произойдет зимой, многоквартирные дома пострадают? Как правило, к запуску центрального отопления это не имеет никакого значения. У нас все ресурсники, имеются котельные, 76 котельных на территории города Якутска, имеют резервные источники питания. Скажем так, энергонезависимый контур. Поэтому по запуску тепла у нас осталось, можно сказать, 100% запущено, остались многоквартирные дома, в которых сейчас фондом капитального ремонта завершаются работы. Но на уровне оперативного штаба у нас проблемный вопрос по источникам тепла не ставилось, то есть по котельным вопросов не было. Мастер-план города Якутска, в частности, представили парк реновации городского парка. Можно уточнить, во сколько оценивается реализация данного проекта, и уточнить по поводу подписанного соглашения с ВБРФ по модернизации транспорта. То есть в течение какого времени
будет проводиться эта работа и когда она начнется? По парку, значит, у нас парк находится на пороге 90-летия. Морально-физически устарел, но это ни для кого не секрет. Поэтому мы для себя ставим задачу по ходу работы сейчас не только по восстановлению парка как объекта общественного пространства летнего пребывания, но и от запроса жителей, чтобы необходимо вовлекать жителей и в круглогодичный отдых. Поэтому услышали людей, нашли место, будем работать над строительством аквапарка и экстрим-парка, там, где у нас раньше был сбор, снег, где скапливали зимой. То есть мы все это дело сейчас более 3 гектар земли под площадь постройки вычислили. С потенциальными сейчас инвесторами институциональными подводим, но вопрос полной проработки стоимости будет известен, когда будет проведена проектно-сметная документация и будет известна смета. Но в первом приближении мы понимаем, что это сумма в районе 4 миллиардов рублей. Поэтому наша задача завлечь сюда такого инвестора, который сможет построить и в долгом периоде времени, значит, эксплуатировать все это дело и обеспечить жизнеспособность этой финансовой модели. Вот. Над этим мы работаем. Я думаю, в ближайшее время мы уже все вводные данные соберем в единый документ и будем готовы работать с инвесторами. Есть интерес, я думаю, все у нас получится. Теперь по общественному транспорту. Значит, мы уже сегодня точно ведем работу в понимании того, что у нас нет уже времени как-то долго раскачиваться. Вопрос обновления общественного транспорта был актуальным и 5 лет назад, наверное, и 10 лет назад уже было долго, неправильно и продолжать ездить на тех пасеках, которые сейчас ездят. Поэтому мы с прошлого года уже вместе с правительством республики планово начали закупать технику. Как это работает? Вот 10 по первоначальному взносу там, по 1 200 000 рублей на каждый автобус нам дали по субсидии Министерства транспорта. 35 автобусов закупили частники, 65 закупило муниципальное предприятие ЕПАК. Далее лизинговые платежи мы за счет бюджета города покрываем, ну а частники за счет того, что работают на линиях общественного транспорта. На будущий год мы с министерством эту работу продолжаем, то есть будем дополнительно закупать еще технику. Нам для муниципального предприятия минимум нужно еще 45 автомобилей, 45 автобусов. Мы в этом году запустили 100-й маршрут, первый городской. У нас ЕПАК уже давно не работал на городских линиях, начинаем его возвращать. Вместе с тем мы понимаем, что маршруты текущие, они не отражают всю действительную потребность населения. Поэтому сейчас проводится научно-исследовательская работа, серьезная работа проводится, потому чтобы измерить реальные перемещения граждан от точек притяжения, от жилых кварталов и составить новую оптимальную маршрутную сеть города Якутска. Она будет готова ближе к первому кварталу 2023 года, и мы начнем планово. У нас в 2023 году истекает срок контрактов, по которым сегодня действуют частные извозчики, маршрутные автобусы. И у нас должны быть объявлены новые контракты. Мы будем их объявлять уже по новой обновленной сетке автобусов, маршрутов. И, значит, уже постепенно, планово переходить на брутто-контракты для того, чтобы обеспечить единый стандарт качества. Ну, о чем я говорю? Вот все мы живем в городе, 14 маршрут в среднем в год перевозит по биллингу, по данным безналичной оплаты, более 3,5 миллионов пассажиров. При этом такие маршруты, как единичка, двойка, 15, около чуть больше миллиона рублей, миллиона пассажиров. Безусловно, когда у них выручка больше в 3 раза одного маршрута от другого, и возможности для обновления техники, для выплаты заработной платы разные. Поэтому у нас очень большой разрыв между оказываемым качеством и техники, и водителей, услуги в разных маршрутах. Этого не должно быть. Мы должны уравнять все маршруты, обеспечить всем единый стандарт качества, чтобы в принципе горожанин не различал, муниципальный это автобус, частный автобус. Они должны быть все одинаковые, с одинаковыми сидениями, одинакового внешнего вида, с одинаковым сервисом. Вот это задача, которую мы начнем реализовывать с 2023 года. По ремонту проспекта Ленина.
Какие результаты на сегодняшний день и сколько еще осталось ждать нам? В этом году мы завершим асфальтирование от участка Кулаковского до здания ЛОРПа, от Республиканской прокуратуры до здания ЛОРПа. Значит, сегодня мы ведем работу, завтра начнем работу от Кулаковского по укладке второго слоя. Значит, у вас у всех на глазах проходят эти работы. Очень много дополнительных вызовов встречали во время реализации проекта, начиная там от нахождения захоронений древних и заканчивая растеплением грунтов по всей продолжительности проспекта, то есть до 3,5 метров грунт меняли. Но вместе с тем мы остаемся в графике. До конца текущего года строительного сезона, до конца октября мы завершим весь плановый ремонт. До конца сентября мы обеспечим асфальтирование 2 слоями по основной дороге проспекта Ленина. Ведутся работы по укладке гранитной плитки. В принципе, все в графике. До конца сентября, мы думаем, все асфальтовые работы, которые запланированы в этом году, закончим. И движение будет открыто на этом участке? Движение чуть позже откроем. Движение откроем в октябре, когда будут установлены все дорожные знаки, ограждающие конструкции, павильон остановочный. Как только это будет возможно, мы откроем. Можно у вас уточнить тогда, какие изменения внесут в стратегию социально-экономического развития Якутска до 2032 года? В стратегию будут внесены изменения, которые в том числе мы получили от людей, принимавших участие на форуме. Было 25 площадок, 1335 человек приняло участие, 234 предложения легли в основу резолюции по окончанию форума. Все эти 234 предложения мы дополнительно сейчас будем прорабатывать для того, чтобы определить их либо в группу какую-то, либо в отдельные проекты, которые будут включаться в стратегию. Ничего мимо не пройдет. Активное участие приняли 48 экспертов федерального уровня, институты развития приехали, большая делегация приехала с ВПР, транспортники приехали. Поэтому мы можем сказать то, что получили действительно документ, который дает нам понимание следующего. У нас есть стратегический верхнеуровневый документ, указ главы республики о развитии города Якутска до 2032 года. У нас есть мастер-план, и у нас есть сегодня та резолюция, которую мы получили на население от экспертов по результатам 2 дней работы форума. Все эти 3 документа сейчас будут объединены и будет составлена стратегия города Якутска до 2032 года. В этом году? Да, безусловно, конечно. Когда у нас исчезнет последний аварийный деревенский Якутске? К 2032 году мы для себя ставим абсолютно понятную формулировку решения вопроса. Должно быть полностью ликвидировано ветхоаварийное жилье в деревянном жилом фонде. Соответственно, какие темпы? Значит, в 2023 году мы расселим 85 многоквартирных домов. И этапом 2023 года мы досрочно закончим 2-й этап республиканской адресной программы по переселению. 2024-2025 год у нас останутся свободными. По факту мы просто закончим раньше. Поэтому мы сегодня активно ведем работу для внесения корректировок в условия реализации программы. Мы просим у федеральных институтов, у Министерства строительства дополнительные средства для того, чтобы мы могли, не дожидаясь начала следующего этапа, уже расселять людей. Ведь мы на это, я так полагаю, мое личное убеждение, имеем полное право, потому что за 2 года работы мы признали практически весь деревянный жилой фонд в городе аварийным. Это больше 900 домов. Колоссальная работа проведена. И по факту сейчас город Якутск является городом с самой большой долей многоквартирных аварийных домов. Сами представьте, у нас 2943 многоквартирных дома на территории города Якутска. Из них около 1100 это деревянный жилой фонд. Практически треть это деревяшки. Соответственно, треть жилого фонда у нас деревянный. В них продолжает жить порядка 35 тысяч человек. И улучшение их жизни – это одна из самых ключевых задач, которая есть не только перед командой города Якутска, но, я считаю, командой республики для того, чтобы решать. Поэтому мы ставим этот вопрос перед депутатами Госдумы,
на круглом столе я присутствовал, ставил. Вот сейчас на ВЭФе стоял вопрос перед Министерством развития Дальнего Востока, перед ВБРФ, перед всеми возможными акторами, которые могут принимать участие в принятии решений на федеральном уровне. Мы этот вопрос везде и всюду оглашаем. То есть у нас есть откровенно болевая точка, которую необходимо решать быстро, срочно, потому что вот из этого массива большого 38 многоквартирных домов представляют угрозу. То есть они могут обрушиться, и мы ежедневно встречаем те вызовы, которые не должны люди так жить, и не хватает маневренного фонда, и постоянно какие-то обратные задачи, ЧП постоянно происходит. Мы решением КЧС проводим задачи для того, чтобы как-то продлить жизнь этих домов. По сути, надо их снести. Поэтому мы сегодня адресной программой сносим, муниципальной программой сносим, ежегодно где-то 200 миллионов в бюджете города предусматриваем на это дело. Но это хватает на 3-4 дома. Безусловно, это не те объемы. И договора о развитии застроенных территорий в этом году за счет частных застройщиков 12 многоквартирных домов расселили. Они вычищают себе новые площадки для строительства. Сегодня законодательство перешло на комплексное развитие территорий. Это тоже полагаем большие надежды на комплексное развитие территории, чтобы привлечь частный капитал на расселение людей. То есть 3 инструмента, которые сегодня нам даны, в 2023 году все будут работать. То есть и федеральная программа, и муниципальная программа, и за счет частных застройщиков. Важно, чтобы эта же составляющая привлечения федеральных средств, без них не справиться, была непрерывной в 2024 и в 2025 году. И так до 2032 года мы не должны сбавлять, а наращивать темпы расселения. Только так мы сможем решить поставленную задачу. Тут для уточнения, наверное, 85 домов следующего года – это рекордные беспрецедентные цифры для города. Это трехгодичный этап. Это 23, 24, 25 год этап. В прежних интервью вы всегда подчеркивали, делали упор на свою хозяйственную деятельность, а не политическую. Ну и на ваш срок действительно выпало очень много испытаний, начиная от пандемии, заканчивая СВО, юбилейная дата, опять же, это испытание. Да? А насколько сейчас вы ощущаете себя политиком? Спрашиваю, почему? Недавно проводился федеральный опрос, и их интересовали только 3 фигуры на якутской политической арене. Айсен Сергеевич Николаев, понятное, да? Сардана Аксентьева, депутат Госдумы, и Евгений Григорьев. Про мое ощущение, это мне вообще не до этого. Мне не важно, что такие опросы проводят. Вопросы политики — это к депутатам госсобрания. Я более того за то, чтобы депутаты городского собрания ушли от партийной принадлежности и перешла Якутская городская дума на мажоритарную систему, то есть на одномандатников. Тогда, когда ты отвечаешь конкретно перед людьми твоего избирательного округа, а не кричишь лозунгами политических партий. Поэтому нет, я себя не позиционирую и не про политику, я про хозяйство. Надо ехать сейчас с электричеством разбираться. Как городская дума относится к вашей идее все-таки на мажоритарную ее перевести? Городская дума? Я считаю, что и сегодня, разговаривая с председателями Якутской городской думы, с коллегами, они за. Не все, конечно, здесь нельзя сказать, что все полностью согласны, но мне кажется, депутат городской думы должен отвечать перед своими избирателями за конкретную детскую площадку, за конкретный двор, за конкретный проезд, а не за общие принципы, которые политические партии декларируют. За политику надо на уровне госсобрания, на уровне Госдумы, а городские собрания должны быть за конкретную территорию. Поэтому мне здесь кажется, от политики надо уходить больше в хозяйство. А в начале этого года, насколько я помню, с Галиной Кенитиной Датчиковой была проведена работа по выделению участков. Но очередь, тем не менее, все равно остается достаточно большой. Какая работа в этом направлении ведется? И будет ли как-то меняться, может быть, система, если человек, например, не хочет ждать выделения участка? Будет ли какая-то замена, компенсация? Да, действительно, в очереди 7700. Каждый день меняется цифра. Многодетных семей состоит в очереди на получение земельных участков. И действительно, проблема по выдаче земельных участков, она одна из таких самых острых социальных вопросов. Граждане не могут реализовать право, которое у них есть. С точки зрения
того массива земельных участков, которые мы получили от федеральной собственности, нужно понимать, что они находятся в лесном массиве, они были переведены из лесного фонда в муниципалитет, из федерального, и мы сегодня ведем работу для того, чтобы, первое, провести там просеки, протащить электричество, сделать дороги, и только после этого выдавать земельные участки. Раньше никак. Параллельно запустить вопрос газификации. Мы сегодня провели работы по определению источников они уже заложены в бюджет, мы занимаемся этим по обустройству геодезии, топосъемки и просек. Как это сделаем, будем вносить корректировку в национальный проект безопасной качественной дороги для обеспечения строительства дорог и подводки электричества, газификации. И поэтому как только не будем выдавать, как раньше выдавалось в поле, такого не будет, поэтому прекрасно понимаю тех собственников, кому достались участки в Северном, Хатасах, благо принято решение. Я говорю, здесь сильно повезло, что главой республики стал бывший мэр города Якутска, прекрасно знающий эти проблемы, и проведена же большая работа в прошлом году, в этом году газифицированы полностью Северные, Хатасы, более 2000 семей, получивших земельные участки, как многодетные, получили газифицированные участки, провели там дороги, электричество. То же самое мы сейчас будем делать на Вилюйском тракте и на Намцирском тракте. Остается Маганский тракт, там 1100 земельных участков, работа тоже ведется. Поэтому около 3000 земельных участков мы так или иначе сейчас уже будем иметь муниципальную собственность и проводим плановую работу по подготовке и протягиванию инженерных сетей, и дальше начнем сразу параллельно раздавать, согласно очередности. Стратегия 2032. Какие глобальные задачи перед собой ставите за эти 10 лет, которые предстоят? В понедельник, 12 сентября, мы уже выйдем к десятилетию. Откроется первый день десятилетия, через которое мы придем к нашему большому юбилею. В жизни каждого, кто здесь сидит, это будет такая дата, которая раз в жизни будет. Вряд ли мы до 500 лет доживем нашего города, хотя может что-то поменяется, здравоохранение. И вопрос в чем? Какой идеей, какой идеологией сейчас горожане живут? Какая у нас у всех идея? Мы взяли за пример Казань, тысячелетие Казани, когда эта идея стала идеей всех жителей Казани, они все вместе стремились, кто во дворе у себя, кто у себя на предприятии, сделать что-то для преображения города. Мы взяли эту сильную идею становления города 400-летию лучшим городом в условиях вечной мерзлоты для жизни человека, реально очень амбициозная задача. Только по России у нас конкурентами являются крупнейший город Норильск, Ноябрьск, Анадырь, не говоря уже зарубежных, поэтому есть вызов, который мы должны решить. И с точки зрения мероприятий, культурных мероприятий 77 по городу. По 6 площадкам они проходят, все завершится красочным салютом завтра в 10 вечера. Теперь, что касается смысловой части, мы провели форум, это ключевое событие в рамках празднования 390-летия. Мы формировали команду из жителей города Якутска, вне зависимости от места работы, отрасли работы, которые будут разделять и будут сторонниками идеи преобразования города и будут ее распространять в массы. Потому что чем больше нас будет объединено вокруг этой идеи, тем быстрее и краше будет результат. Все. Так. Сейчас как можете прокомментировать? Некоторые из закрытых магазинов, по нашим данным, из-под полы все равно торгуют. Некоторые. Большинство, конечно, придерживаются закона, да. И как дальше будет продвигаться работа? Ключевая проблема, она все-таки заключается не в магазинчиках, которые продают алкоголь, не в магазинах, а в так называемых лжекафе. По ним, мы ожидаем ближайшую сессию, ближайшее пленарное заседание Госсобрания Тюмень, внесение корректировки в республиканский закон относительно площади обслуживания зала. В этом случае мы из 140 заведений общепита, там есть откровенно несущий характер лжекафе, работающие только на вынос алкоголь. Из них при принятии решения о закрытии меньше 100 квадратных метров 42 лжекафе закроются. Останется там порядка 20-30 штук, по ним отдельно уже точно надо будет работать, но только от жителей 203-го микрорайона в мой адрес
поступило обращение с 3000 подписей. То есть это один из острейших вопросов, который сегодня волнует жителей города Иркутска. Не пострадают ли добропорядочные общепиты, 7 любимых заведений, иркутские рестораны, которые открыты, нормально работают легально? Если увеличится площадь до 100 квадратных метров, из 100 реально работающих кафе и ресторанов, которые попадают под закрытие, 2 реально ресторана, это кафе «Китай-город» и кафе «Рейсер». Вот 2 кафе. И, я как руководитель города готов встречаться с этими предпринимателями. В случае, если они хотят продолжить эту деятельность, давайте мы рассмотрим, какими способами можно им помочь переехать в новую локацию, сделать больше свой зал обслуживания. Вы понимаете, увеличение площади, оно почему нами предлагается? Потому что нерентабельно будет содержать лжекафе с 2 пластиковыми столиками, при этом арендовать или обслуживать 100 квадратных метров зала. Проще станет быть уже нормальным заведением, где будет хоть какой-то сервис, предоставляться какая-то кухня, соответственно, развитие бизнеса пойдет. Вот первая задача — избавиться от тех, кто торгует в теплых гаражах 20 квадратных метров, 40 квадратных метров с 2 пластиковыми столами и только пиво на вынос продают. Вот первая задача — избавиться от этого. Конечно, к сожалению, есть случаи, когда будут затронуты предприниматели, которые работают не в таком формате, но по площадям попадают в них.